Вітаю вас, шановні глядачі. Я Сергій Висоцький. Ми продовжуємо цикл «Воля народу». Сьогодні говоримо з Ах'ядом Ідіговим, соратником Джохара Дудаєва, борцем за незалежність Ічкерії та головою парламенту Чеченської Республіки Ічкерія. Здравствуйте, Ах'яд. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Спасибо, что присоединились. Ах'яд, давайте начнем вот с такой темы. Вы были главой парламента Ичкерии, и заместителем председателя Совета Безопасности во время войны. Вы прекрасно помните, какие ужасы творили российские оккупанты с вашим народом, и наш народ переживает сейчас то же самое. Что вы можете сказать об их военной тактике? Это именно военная тактика, да, вот сравнять с лицом земли все города, убить мирное население, или Россия просто ведет себя как государство-террорист для того, чтобы, я не знаю, вселить ужас в те народы, которые она атакует? Но если говорить о Чеченской Республике и той войне, которая тогда началась, мы уже переименовали нашу республику Чеченская Республика Ичкерия, то это была не война, а это было, как вот называлось она, наведение конституционного порядка на территории Чечни. То есть они считали, что территория Чечни является частью России. И они вторглись и убивали все, что на их пути встречалось. Расстреливали с самолетов, закидывали нам бомбы, закидывали снаряды, а потом ловили людей, мучили их, расстреливали, упражнялись, как в них попадать. Есть такие кассеты, где это видно, как они сами хвастались и это делали. То есть это было зверье настоящее, это были не люди, мы их не считали за людей уже. Этих воинов, которые хотели навести конституционный порядок на территории суверенного, независимого демократического правового государства, которое мы воссоздали по праву в 1991 году при развале Советского Союза. То есть мы не встречали там людей. Мне приходилось встречаться с ними на самом высоком уровне, вплоть до, скажем, кроме Ельцина, остальными. И я видел, как они себя вели и на переговорах, и на встречах. Это люди были уже потерявшие облик человека. Он подсознательно было только одно, что они только являются вершителем мира, это миссия, которая должна показать, как нам жить. Мы с этим, конечно, не были согласны. Многие не знают, что Россия организовала против нас 5 агрессий. И не знают, что в 4 агрессиях Россия потерпела поражение. То ли политическо-правовое, то ли военное. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, это очень интересно. Что за 5 агрессий? Значит, в 1991 году, когда была инаугурация президента, российские десантные войска были высажены на территорию нашей республики, на аэродромах. Но весь народ в этот день окружил их, поставили блоки разные, бетонные машины. Мы их, наоборот, арестовали, посадили во все наши там тюрьмы, в само Министерство внутренних дел, здание КГБ, держали их. Потом Москва взмолилась, это было 8 декабря, что, мол, отпустить их. И мы, потому что мы хотели мирные отношения, отпустили их всех. Вторая агрессия началась после того, как в 1992 году Россия развязала так называемый осетино-ингушский конфликт, когда они вторглись на территорию пригородного района, и там все, что было, как говорится, от ингушей, они убивали, посадив туда свои эти машины боевые, некоторых осетин, которые тоже способствовали тому. И после, когда они всех ингушей оттуда вытолкнули, российская армия вторглась чуть ли не до середины нашей территории. Но ожидая этот момент, мы выставили свою, преграду, мы стояли лицом к лицу, и наши войска, и все, мы были готовы с ними сразиться. И после вот этих переговоров, тогда был Гайдар, и он включился, и наша сторона, и они отступили, это было 2-й раз. В 3-й раз они вторглись на нашу территорию
под видом того, что это какая-то оппозиция с натеречного района. И там были и танки, и бронетранспортеры, и сопровождающие их эти марионетки. Они вторглись и дошли до Грозного. Они были все, значит, разбиты наголо и арестованы. Российские капитаны, там, майоры, лейтенанты, которые сидели в этих танках, они говорили, от какой они части, почему они приехали и для чего. Они были в плену у нас, и их тоже уже начала спасать Дума, помните, там их приезжали их депутаты, там был и Явлинский, там был и Жириновский тогдашний, и другие приезжали, и все просили себе дать им какого-нибудь там, значит, пленного. Когда, значит, приехали российские матеря, мы отдавали им и говорили, чтобы они больше не возвращались, что мы не для того, значит, здесь вас арестовали и отдаем вас, чтобы вы потом вернулись. Это уже была третья агрессия, 26 ноября 1994 года. Буквально через некоторое время, уже 11 декабря этого же года, они развязали полномасштабную агрессию против нашего государства, вторгли на нашу территорию. И эта война продолжалась до конца 1996 года. Российская армия в 1996 году, по данным российской, значит, печати, аргументы и факты, их было на нашей территории 380 тысяч. Представляете, такая огромная громадина была, пытались нас принудить к тому, чтобы мы сдались. Но дело обернулось таким образом, что в марте 1996 года Жохар Дудаев во главе со всем нашим войском и захватили Грозно полностью. Они были деморализованы, они находились в состоянии таком, что вот. Это была как бы пробная акция. Жохар говорил им, надо показать вам, как брать города. Мы отошли, и затем уже следующая акция была совершена уже полномасштабная. Это после гибели Жохара. Жохар погиб, президент наш, 21 апреля 1996 года. Уже после его наши воины со всех сторон вошли в город. Как говорится, их все места, где они находились, они взмаливали, просили, чтобы мы их отпустили. И у нас были такие моменты, предложения. Одни предлагали подвести к ним керосин, бензин и поджечь их. Они отпускали всех наших пленных, плакали, визжали, писали и просили отпустить их, что больше никогда не придем. Тогда к нам приехал господин Лебедь, вы знаете, этот секретарь Совета Безопасности, этот генерал. И он в Хасавюрте подписали соглашение, по которому была договоренность о выводе российских войск. И вот именно в то время наблюдателем за этим была миссия ОБСЕ. И войска были выведены в 1996 году. И мы могли не проводить выборы тогда, потому что это было как-то спешно. Но вопрос стоял так. Российские войска не хотели как бы уходить, и они ставили условие, что мы оставим здесь что-то. Мы сказали, что если российские войска не выйдут, то мы никаких выборов проводить мы не будем и не имеем права, что в случае нахождения на нашей территории или части ее оккупационных войск, на нашей территории проводиться выборы не имеет права. И поэтому вот такой вот ход был сделан, и российские войска уже убирались оттуда. То есть они после того, когда им дали не какую-то передышку, они уже снова поднимали, извините меня, хвост. Понимаете? Ну, мы, в принципе, видим сейчас на примере Украины, что империя не отпускает на свои бывшие территории и приходит вот в этой попытке возродиться даже спустя 30 лет. Вот. Но, тем не менее, в 1991 году на независимость обрели многие бывшие колонии империи, в том числе Украина, в том числе
другие союзные республики. Почему Россия так вцепилась за Чечню? Я так понимаю, что, насколько я понял, как бы из ваших слов, в 1991 году была оглашена независимость Ичкерии, но Москва не смогла с этим смириться. Почему именно Чечня? Зачем было в нее вот так вот, за нее так цепляться? Дело в том, что сам Советский Союз уже к 90-му году и раньше, чуть раньше, до прихода Горбачева к власти, он уже стал, значит, деградировать. Ситуация была такая, что по всей стране не было продуктов. Мы уже чувствовали, что все это какая-то вот трагедия наступает. И приход власти Горбачева, он принял решение, идею демократия, перестройка и гласность. Вы помните, наверное, вы молодые были, но это было так. И связано это было с тем, что после Второй мировой войны было принято современное международное право. Мир изменился, и было принято современное международное право, которое основывалось на всеобщей декларации прав человека. А ядром декларации прав человека была свобода личности. Вот и на этой основе тогда было принято решение, что свобода личности должна быть политически свободна, то есть непреследуемая, что личность должна иметь и обладать информацией, передавать эту информацию, и личность должна экономически тоже быть защищена. Должна была быть предоставлена минимальная социальная помощь личности, и тогда в этих условиях личность могла бы участвовать в управлении государством. Это решение было принято, и Советский Союз, то есть диктатские страны, в том числе Советский Союз и другие диктатские страны, это не воспринимали. Они говорили, что мы воспримем лишь только то, что мы за социальную, так сказать, свободу личности, мы построим им дома, жилье, накормим, оденем, обуем, а потом дадим и свободу личности. Но это была уловка на самом деле. А для тех, кто понимал это было то, что если свободу дать личности, то народ имел право выбирать свободу в своем государстве, власть. А власть не хотел отдавать диктатор, как вы понимаете, ни Сталин, ни остальные диктаторы не хотели отдавать. И вот после 20-25 лет существования этого противостояния в современном международном праве выяснилось, что то, что было предложено в соответствии с свободой личности, это оказалось верным, и эти страны, которые приняли этот путь, эту идею, они развивались, они получили, значит, за эти годы, они настолько выросли в экономическом, политическом плане, в социальном, их товары и продукция была лучшая в мире. А Советский Союз не мог ничего делать, а оказывался в том состоянии, что он только продавал свою продукцию, леса, нефть и другое, на этом жил. И когда эти цены упали, и Советский Союз оказался как бы голым, король оказался голым, и он находился на грани развала. И когда вот это все было обнаружено, Горбачев и принял то, что я говорил, перестройка, гласность и демократия, вот эту линию. На этой основе, да, в апреле 90-го года принял 3 закона. Не СССР, принял 3 закона, согласно которым все автономные республики становились союзными республиками. Они получили статус союзной республики. Эти документы есть. Это все прячет сегодняшняя Россия, она не говорит об этом. Согласно этих документов, значит, 20 автономных республик Советского Союза стали союзными. И на территории Советского Союза тогда стало 35 союзных республик. 3 республики балтийские Советский Союз признал их независимость. И осталось 32 республики. Это был апрель 90-го года. Потом в ходе всей вот этой линии, которую приняла верховная власть СССР, и РСФСР, и другие все республики принимали декларации. И Чеченская республика тоже принимала свою декларацию. Этой декларации было обозначено, что мы воссоздаем свое государство, и у нас был проведен референдум.
И в ноябре 90-го года, и в этом референте было указано о том, что мы создаем свое государство, воссоздаем свое государство. Имелось в виду, что в 18 году была захвачена Горская республика, которая была признана многими государствами Европы, там Турция, Польша и другие. И большевики захватили эту территорию, потом ее размежевали на мелкие части, а мы, как часть этой территории, восстанавливали свое государство. И это было еще в бытность Советского Союза. Почему мы это сделали? Потому что мы видели, что происходили какие-то ненормальные вещи. Тот путь, который обозначил Горбачев, против него выступили ГКЧПисты, окружение Горбачева. Затем к нему подключился Ельцин. Он издал указ о том, что это 61-й указ, в котором он подчинил себе своим указом все министерства СССР, в том числе силовые министерства. Это было незаконно. Возвратившийся Горбачев в Москву оказался в состоянии, когда ему поставили условие, что он уже больше никто. И фактически Ельцин совершил государственный переворот, оттолкнув от власти Горбачева. И что они дальше делают? Дальше они в декабре 1991 года разваливают Советский Союз. Не по тем законам, которые были приняты в СССР, как его разваливать и что делать, а разваливать его грубо, в Беловежской там пуще, и заявляет, что больше Советского Союза нет. Естественно, в этот момент все республики, которые были в составе Советского Союза, они получили статус, с точки зрения международного права, получили статус независимого государства. Дело в том, что международное право предполагает, что право народного самоопределения имеют все народы, но это есть не односторонний акт, говорится так. То есть, если вы хотите создать свое государство, то вы должны иметь в современном мире разрешение и власти, в территорию, в которую вы входите, страны. И в тот момент, когда сам Советский Союз исчез, эти все республики стали независимыми государствами. Поэтому наша республика, которая приняла решение о том, что мы создали свое государство, избрали власть, президент, парламент, все атрибуты власти. Как только Советский Союз развалился, Чеченская республика оказалась со всей атрибутикой и имея все при наличии все эти, как говорится, полномочия. И в 1992 году, 12 марта, мы уже приняли Конституцию суверенного, независимого, демократического правового государства. Все-таки, если можно, подробнее конкретно о том, чем Чечня всегда так была важна для Москвы, да, почему атаки происходили, вот эти 5 атак на вас, и если можно подробнее про Горскую республику, потому что в Украине об этом никто не знает, я думаю, что это достаточно интересно будет нашим слушателям и в Украине, а я думаю, и в других странах. Все народы Северного Кавказа объединились в единую республику, создали Горскую республику. Она была признана, как я говорил, некоторыми странами, она пыталась как бы развиваться. Но после того, как в 1917 году случилась вот эта так называемая революция, Деникин нападал на нашу Горскую республику, потом нападал и отдельно на Чечению, потом в защиту нас выступал этот большевистский легион, если так можно сказать. И здесь были наши люди обмануты, думая, что они нас защищают, а на самом деле они подкинули некоторые прослабления, и мы думаем, что мы являемся там вот, рабочий класс и что такое. Были обмануты, и республика была захвачена в 18 году наша, уже большевиками. Вот коротко я могу сказать об этом. И эта республика, значит, как я уже сказал, она вошла, территории ее были раздроблены на части, там Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабарда, Осетия, все вот, вплоть от моря до моря, собственно говоря. И мы тогда эту республику возглавлял тогда Топочермоев, это был чеченец, который возглавлял ее тогда, ну его избрали тогда. И затем, когда эта республика была захвачена, они выехали в зарубеж и так остались в зарубежье и умерли.
эти руководители этой республики. То есть еще тогда у нас была своя страна, своя республика. Это был, ну, скажем, такая федерация республик Северного Кавказа. И вот я что хочу сказать, почему нападают. Потому что во все времена, которые были еще 1700 года, когда Петр I шел на нашу территорию, тогда наша территория была гораздо шире, она доходила вплоть до Каспийского моря. Там линия, которая была у Каспийского моря, нашей республики, была до 400 километров. Об этом пишут сами историки, которые были, ну, тогда, в те времена, и сами вот эти вот воспоминания генералов, как они воевали, где воевали, это видно. То есть чеченский народ тогда был одним из самых таких вот ярых противников вот этой оккупации, этой империи, он всегда боролся. И главное дело было в том, что чеченский народ во все свои времена никогда не имел у себя ни князей, ни бояр и ни рабов. Чеченцы не живут в рабстве, они не приемли эту ситуацию. И поэтому чеченцы боролись. Они все это время всегда и прежде жили свободно. У нас даже есть приветствие «Приходи свободным», «Марш Войго». Так что вот такая ситуация складывалась, и чеченский народ олицетворял защиту, борьбу, противодействие империи был. И вокруг этого народа всегда собирались другие народы, которые хотели вместе с ним изгнать оккупанта. Вот это была причина первая. И потом, после того, как вы знаете, в 1942 году, в 1941 году, когда началась война с фашистами, то наши все молодые люди ушли на фронт, а в 1944 году всех наших людей от мала до велика выслали в Сибирь, в Казахстан. И это обвинит нас в том, что мы являемся предателем народа. Хотя на нашей территории не было ни одного немца, ни одна нога не ступала на территорию Чечении. Вот такая ложь против нас лилась. И в 1991 году, когда вот такой вот момент был, собственно, обозначен и империя развалилась, мы, конечно, сразу объявили свое государство. И оно не то, что объявили, еще будто Советский Союз объявили, а СССР и РСФСР это подтвердили еще будучи в составе СССР. То есть документы, есть изменения Конституции, которые произвели и РСФСР, и СССР. Это принял, я сказал, в апреле месяце. Так что вот такая ситуация сложилась. И после того, как это все случилось, мы приняли Конституцию, о которой я говорил. И лишь после этого мы 12 марта 1992 года окончательно приняли свою Конституцию суверенного, независимого, демократического государства, зная, что мы должны жить только в этом обществе, в демократическом обществе, потому что наше общество воспитано в этом духе и жило все века. Ахет, я понял вашу логику, да, ну и что в 91 году, в 92-м, понятное дело, просто если бы Чечня провозгласила независимость, очевидно, это был бы с точки зрения Кремля слишком плохой пример для других национальных республик. Но вы сказали, Ахьят, что демократия, свобода есть неотъемлемой чертой чеченского народа, чеченского национального характера. Но как в таком случае получилось, что сейчас Чечня живет вот в таком абсолютно тоталитарном государственном строе, да, и что один человек, конкретно я говорю о Рамзане Кадырове, он имеет полную тотальную власть над каждым чеченцем. Право миловать, убивать, пытать, награждать, раздавать дома, деньги. Но вот, как получилось, что вот этот свободный чеченский народ стал фактически заложником одной семьи, а через нее заложником Кремля? А вы знаете, вы сказали вот такую вещь, что вот Россия не хотела, чтобы вы стали независимым государством, потому что тогда бы все другие республики тоже были бы, да, на развал пошли бы России. Я хотел этот момент уточнить, потому что неясно здесь. Дело в том, что мы создали свое государство, так, по развалу СССР, но надо учитывать тот еще момент, что
при развале СССР все 32 республики, которые были тогда, получили, согласно международному праву, статус независимого государства. Именно поэтому Ельцин начал подписывать с новыми независимыми государствами из бывшего СССР 31 марта 1992 года так называемый федеративный договор. Он воспользовался тем, что во главе этих республик все еще сидели бывшие коммунисты, понимаете? И с ними подписал федеративный договор 31 марта 1992 года и создал нынешнюю Российскую Федерацию Россию. Вот так это было. То есть не только Чеченская Республика, но и сама Российская Федерация России – это новая страна с точки зрения международного права, в которой подписали договор о создании Федеративной Республики в 1992 году, 31 марта. Но в октябре 1993 года против этого Ельцин выступил, потому что парламент его там в этом направлении двигался. И расстреляв Верховный Совет, он смел это, все убрал в сторону. Это уже был у него, скажем, второй или третий государственный переворот. И в декабре 1993 года он, Ельцин и его команда принимают путем опроса Конституцию нынешнюю. Нынешняя Конституция России в 1993 году принята незаконно. Не путем референдума, не путем Конституционного собрания, не путем принятия Думы, а принято путем опроса населения. Опрос населения – это есть не юридический факт, он не несет за собой, как говорится, этой нагрузки, и поэтому оно является незаконным государством, то, что есть сегодня. Российская Федерация тогда, когда она уже в декабре, она вписывает Чеченскую Республику в свою конституцию как часть России. И мы тогда сразу же 16 января 1994 года переименовали нашу республику Чеченская Республика Ичкерия. Так это случилось. И после этого уже в 1994 году Россия начинает экспансию на территории постсоветского пространства по захвату всех территорий бывших республик Советского Союза. Вот что это было. Именно с 1994 года, скажем, с 11 декабря 1994 началось это. И потом, когда разваливал Советский Союз, Ельцин выдвигал лозунг «разойдемся, чтобы затем сойтись». Почему это он говорил? Он это говорил потому, что он не мог стать вместо Горбачева президентом. Другие бы не позволили ему это. Поэтому он разваливал Советский Союз для того, чтобы затем и всех подчинить себе. И вот после того Ельцин посчитал, что Чеченская Республика, Ичкерия уже, что это слабое самое звено, что нужно пройтись по Чеченской Республике каленым железом, показать всем остальным республикам, что это такое. Но здесь он замкнулся. С 1994 года по 2005 и 2006-2007 годы фактически Кремль на нашей территории терпел поражение, и весь наш народ от мала до велика боролся против этой империи, против этих извергов, которые находились на нашей территории. А она, отвечая на ваш вопрос, почему мы терпим это? Дело в том, что уже к тому времени, вы знаете, они что сделали? Кремль, благодаря, так сказать, своих пособников из ближневосточных стран, хотя они и были мусульмане, они выступили как диктаторы на стороне Кремля и способствовали внедрению в нашу республику тайно это нового исламского течения. Одно течение возглавил Кадыров, который, понятию или не понятию, он был против этого. Против этого были и другие чеченцы верующие.
Но так получилось, что все это как бы вошло в такое столкновение, потому что нам навязали фактически новую религию и забыли даже про то, что это организовал Кремль. И на весь мир изображал из нас террористов, бандитов, исламских фундаменталистов. На самом деле под это даже подверглись некоторые наши руководители, которые затем после Жагара Дудаева пришли к власти. Они даже были подвержены этой истерии. И это было как раз то, что была ошибка нашего, скажем, движения, нашего руководства, потому что это было очень опасно для нас. И вот именно после этого ослабло все наше сопротивление, потому что вот оно столкнулось в этом ключе между собой как бы. Я правильно понимаю, что Кремль просто смог через там разных людей, и через Кадыровых в том числе, изменить нарратив и восприятие войны, с войны Ичкерии за свою независимость на религиозную войну. Да. Не войну, а на религиозное противостояние, которое даже переходило там в Гудермесе, в Росмартане, даже на боевые столкновения. Небольшие, но столкновения. И это оказалось так, что уж лучше быть с русским, чем с этими, как говорится, русские нам не запрещают, мол, верить в нашу религию. Вот такое подспудно было сделано. Это был ход, который делали. Есть такой у них Дугин, который это просто раскладывает, как они это сделали. Я вам это потом могу прислать, где они пишут, как они эту операцию провели. После этого все был как-то подорван. В то же время это было только ослабление сопротивления чеченского народа. Мы оказались в ситуации, что Кадырова они насадили. И Кадыров, когда потом, который понял, что это было, как они говорят, в чем дело, когда он заявил, что это такое, вы присылаете нам, скажем, на восстановление республики деньги, а 78% оседает в Москве. И вот они его убили. И вместо него они, значит, нашли молодого его сына, который сегодня вот так вот себя ведет в этой республике. Но и он может стать жертвой этой империи. Мы это понимаем. И сегодня наш народ находится в таком состоянии. Это 160-200 тысяч группировка российская находится по всей территории нашей. Они ее там, собственно, окольцевали и держат. Вот такая ситуация, но сопротивление не прекращено. Сопротивление есть, и оно продолжается изнутри. Мы знаем отсюда, что там происходит. Я правильно понял ваши слова о том, что Кремль может ликвидировать даже Кадырова? Ему мешает только то, что не прошло время для этого. Только это, понимаете? Чем он мешает Кремлю? Мне кажется, идеальный человек, да, отрастил всем бороды, вот, выступает в ТикТоке, тут записывает, значит, фейковые видео из Украины, вот, ну, я не знаю, то есть такой как картинный, такой ваххабит какой-то дикий. Его все время выставляет вперед, он везде говорит то, что вот он не должен был говорить по сути дела, его это должен говорить центр, но и этим самым они пытаются оклеветать через него чеченский народ. Он говорит то, что ему говорят надо делать, он может быть так и считает, что так надо делать, но это большое заблуждение. Народ наш это не примет, на штыках все держится. И при том, если где-то что-то случается, это не просто вас там наказывать, или меня, или другого, а твоих родственников, близких. И люди терпят это. Они терпят это ради того, чтобы не наказывали других. И потому что у них пока нет той силы, которая могла бы смести это все. Вот сегодня украинский народ ведет эту борьбу, и они на это имеют большую надежду, я вас уверяю. Вот вы сказали, что очаги сопротивления еще существуют. Вы можете рассказать хотя бы в двух словах, об этих очагах и насколько, в принципе, чеченский народ готов восстать вновь за свою независимость? Мы должны восстать не за свою за независимость, а мы должны восстать за изгнание оккупантов, которые оккупили нашу страну. И наша страна находится сегодня под оккупацией, и имеется
На Западе есть президиум правитель ЧРИ, который есть легитимная власть нашего народа, им избранная еще в те времена, и мы действуем. И наши действия, наше полное разоблачение, наши те операции, в смысле правовые, политические, для того, чтобы разъяснять эту ситуацию, это есть тот очаг, который находится на Западе. Хотя здесь на Западе есть разного рода и самозванцы, которые, как и Кадыров, пытаются играть на руку Кремлю. Не без этого, это есть у всех народов, которые вот так вот были, это всегда было. И этим играет именно здесь и на Западе, этим играет и действует тоже Кремль. А очаги, которые у нас там есть, я не могу вам сказать, потому что они будут тут же обнаружены и тут же могут быть уничтожены. Я понял вас. Вы, Ахьят, упомянули переговоры с россиянами, которые вы вели, и отметили, что вы знакомы там были со всеми, и со всеми вели переговоры, кроме самого Ельцина. Сейчас Украина проводит переговоры с Россией, там с их стороны странная группа, во главе с Мединским. Что вы можете сказать вообще о том, как россияне ведут переговоры, как они себя ведут? И можно ли сказать, что и в вашем случае, и в нашем любые переговоры делаются только для того, чтобы затянуть время, накопить силы, и что целью Москвы не является какой-либо формат мирного соглашения? Вот я приведу пример, что на переговорах, которые проходили у нас в 1995 году, было так. Значит, российская сторона пыталась наших людей, в том числе и меня, подкупить. И подкупить меня пытался этот даже министр Куликов тогдашний. Так что они ничего не стесняются, будут, если удастся кого-то там подкупить и все такое дело. В ходе, допустим, наших переговоров, которые мы вели тогда, это были двухсторонние переговоры, они пытались внести в наши переговоры трехсторонние переговоры. Готовили протокол, в котором было написано Чеченская Республика, Ичкерия, Россия и Чеченская Республика. То есть это республика, которая была в составе России во время там еще Советского Союза во главе с Завгаем. То есть вот такой протокол они пытались уговорить, чтобы подписала наша сторона. Мы, конечно, отказались. То есть любые провокации их сторон идут. Переговоры ими ведутся только лишь для того, чтобы найти какой-то прорех. Они вот каждый раз говорили, что мы уходим, а после того, как мы ушли, снова возвращались. Потом говорили, уходим, но наша ситуация была такая, что, вы помните, нас во всем мире как бы оболгали, считали, что мы там бандиты, даже весь Запад там давал деньги на то, чтобы малой крови, мол, решите этот вопрос, не понимая, что это было. Я помню, я был еще в те времена после этого в Нью-Йорке, в Вашингтоне, встречался с их некоторыми там деятелями. Они тогда убеждали, что, мол, Россия будет скоро демократической страной и решать вопросы, мы решим вопросы и с вашей республикой, и с другими республиками, она движется в том направлении. Я думал, что они не понимают ничего, и я только понял, что только сейчас они поняли, образумились, с чем они имеют дело, и поэтому они активно сейчас помогают. Борьба, которую сегодня ведет украинский народ, это борьба не только за свободу украинского народа и народа постсоветского пространства. Это борьба за свободу, за демократию, это борьба против самой диктаторской системы власти в мире. Вот как стоит сегодня вопрос. То, что делает сегодня Запад, и все те, значит, добровольцы, которые находятся сегодня в Украине и помогают украинцам, пусть в малой и в большей степени, это очень хорошо. Чеченские добровольцы, батальон Эмиршейха Мансура и другие, они там что-то делают, что-то пытаются сделать, и они это показывают. Был у нас там и Мунаев Иса, который возглавлял тогда батальон Жахара Дудаева. Так что вот такая работа идется, хотя с другой стороны кадыровцы сюда засылают людей, которых оболванили как манкурты, они как манкурты, понимаете? Они осознают это потом, но будет поздно. Вот такая ситуация, в общем-то. Ахьят, и скажите, пожалуйста,
Развалится ли Россия и когда Ичкерия станет вновь свободной? Я думаю, что здесь два варианта. Россия может развалиться под натиском, если сметут эту систему власти. А Россия все же в какой-то там в части территории она может остаться. Я знаю, что в России есть люди, есть движения, которые борются за то, чтобы сменить систему власти. И если вокруг этой новой, скажем, России объединятся какие-то народы, которые самостоятельно не могут иметь свое государство, так, войдут туда как федеративные или народы, так, то это тоже, но чтобы главное, чтобы система власти была изменена, и чтобы эта империя не травила, скажем, своим ядом остальные народы. Эта империя должна исчезнуть. Не потому, что там, я имею в виду, по территориальному признаку. Она должна исчезнуть как суть империи. Я надеюсь, что, конечно, наша страна будет освобождена. Она имеет все правовые основы с точки зрения международного права, как суверенное государство. И на этой территории будет восстановлена наша власть, которая была воссоздана после распада Советского Союза. Поэтому мы и возлагаем большие надежды и на украинский народ, который сегодня героически борется против этого врага, против этого изверга, который сегодня пытается подчинить не только украинцев. Когда мы видим, что они делают в Мариуполе и в других городах, как они обстреливают людей, что они делают, что они говорят по телевизору своему, как они себя изображают, как они просто оболванивают все население со всей России, видно, что эта пропаганда их влияние имеет. Эта пропаганда имела влияние не только на население России, я вам говорю, эта пропаганда имела влияние на весь мир, когда они боролись против нас, то есть они шли на нас. И для русского народа. И они могут поднять свое, как говорится, восстание или свое решение и принять, как дальше жить себе. Вот что необходимо с моей точки зрения, що я вижу. Спасибо вам, Ахят, всього вам доброго. А з вами, шановні глядачі, ми прощаємось на декілька днів. Головне, пам'ятайте, воля народам, смерть імперії.